Dios timone klishkodea, burjit, goštove val klishkody, que o moje a uroda klishkody. Quaraevania avela bentu jumoi, tal badimo крандылы ожен, ашмелен тунне да светет юрокмы. Гужемлен еще раз мы уже в середине лета. Так, ожен тунне урокамы, ашмес тоде вайом, король шам йосты, где причастие, тал баджим кингурте уж зекеля. Спасибо большое тем, кто отправил домашнее задание. Мы намали дрытужичи, сейчас очень мало времени, монно уже берет, поскольку я тоже работаю, очень мало времени, но я непременно проверю и отправлю вам комментарии. Ожен тунне туда мы воем король шамес, но баштом был тема, и возьмем сегодня новую тему. К темам, queen даже, queen тема мы лоз. Корон не мьёс причастие, тот мотем орчем дыр, неочевидная форма прошедшего времени, и орчем дырлен кушето форма асыз, и сложная форма прошедшего времени. И лозну на лыбу де крчантунне. Ожен, ойдалы туда мы воем, корон шам йосты. Да, вспомним идею причастия. Значит, мы с вами смотрели два больших блока, и я вам сказала, что вот есть идеи причастия, которые наиболее часто употребимые, и они будут чаще всего вам встречаться, и в первую очередь постарайтесь употреблять их, потому что вторая часть идеи причастия – это уже, скажем, такой уровень более продвинутого носителя, и к тому же эти формы, на мой взгляд, чаще употребляются в южном диалекте, и их можно заменить послелогами, да, в ряде случаев. Итак, то, что у нас в фокусе, какие у нас ключевые суффиксы причастия, вкратце еще раз, да, напомню. Суффикс «са», он у нас отвечает на вопрос «как», каким образом, да, то есть он передает оттенок основного действия, придает некоторый оттенок действия основного. Да? И это может быть действие либо параллельное основному, либо предшествующее основному, как вот здесь примеры «крджа сапуки», сидит напевая, да, или распевая. Суффикс «ку» отвечает на вопрос «когда». То есть мы в конструкциях используем, когда хотим подчеркнуть временное отношение, да, к основному действию. И суффикс «ку», вспоминайте, что он может присоединять лично-притяжательные суффиксы, то есть деепричастие и лично-притяжательные суффиксы может присоединять. Суффикс «тек», очень легко его запомнить, он отрицательный. Да? У нас, помните, был лишительный падеж, он тоже отсутствие чего-либо подчеркивает. Здесь деепричастие за счет суффикса «тек». Тоже отсутствие какого-либо действия. Суффикс «тож», да, на мой взгляд, самый, наверное, сложный из всех этих суффиксов, потому что у него есть несколько значений, во-первых. Во-вторых, он как бы совершенно чужд для русской грамматики. Во-первых, «тож» указывает на предел во времени, да, до какого-то времени. Дальше степень действия, до какого исполнитель действия, субъект выполнял это действие, до усталости, да, там, или до изнеможения, ну и так далее, да, то есть вариантов много. Суть в том, что это будет относиться к субъекту, а предел во времени это будет к каким-то внешним факторам относиться, до заката, до похолодания и так далее. В любом случае везде будет «тож». Только там, где до какого состояния, мы еще можем добавить лично-притяжательный суффикс. Да? Когда мы говорим про какие-то внешние факторы, про погоду, мы лично-притяжательный суффикс не добавляем. Только к живым объектам можем добавить этот лично-притяжательный суффикс. И самое интересное, да, его третья функция – это противопоставление основному действию. Если вы хотите сказать, вместо того, чтобы делать вот это, лучше бы сделал то-то. Или я предпочту вот этому то-то, да, то есть
Перевод может быть немножко разный на русский язык, но суть его в том, что это будет противопоставление основному действию. И суффикс «мон», мы сегодня его тоже еще возьмем, он такой перебежчик, суффикс перебежчик, он может быть и причастием, и деепричастием, в зависимости от того, к какой части речи относится. Если он определение, то он причастие, это слово с этим суффиксом. Если это слово относится к глаголу, то тогда это будет деепричастием. Но это сугубо, мне кажется, лингвистическая история, то есть для тех, кто хочет разговаривать, это особой важности не имеет в данном случае. Вот. И помните, я вот вам еще на прошлом уроке говорила, и как раз сегодня подвернулась такая замечательная картинка. Я вам говорила про то, что вот этот суффикс «ку», деепричастие, когда очень часто заменяется калькой с русского языка, и это еще очень сильно под влиянием вот этих мемов, да, различных, которые очень сильное распространение получили в молодежной среде. И вот это «куке», «when», да, английское, или «когда» русское, то есть как бы получается «куке сайкашкот гуртын суббота нунале», когда ты просыпаешься в деревне в субботу, субботним днем. Да? То есть, по большому счету, удмуртский язык предпочел бы гуртын суббота нунале сайкакуд, да? То есть, когда ты просыпаешься. Но это вот как раз калька с русского и, наверное, даже скорее с английского посредством русского. Вот, ну и переведу вам, да, что тут котики говорят. Султы, вставай, повелительное наклонение, то, что мы с вами изучали. Ну, тут такие реалии деревенские, да. Пастухано, надо пастушить, надо пасти, да, там овец или коров. Уришконо, глагол урыны, полоть. Турын, пыртано, турын – это трава, пыртаны – это многократно заносить, затаскивать. То есть имеется в виду скошенную сухую траву, что ее надо на сеновал затаскивать, заносить. Вот. Давайте с вами вспомним, и будет вам задание. Шетты кузы, найдите пару. Два столбика, значит, в левом столбике даны русские варианты, справа вам надо найти эквивалент на удмуртском языке. Будьте осторожны, тут очень много похожих предложений, но они все-таки есть нюансы, на которые обратите внимание аккуратно. В общем, делайте. Мой счет еще минут, 2 минуты времени я вам даю. Ужашком субееванием чошескером. Сейчас работаем, а потом все вместе обсудим, посмотрим. Ужашком.
Угу. Так, ойдовеучко. Итак, идет напевая. Кырджаса мыне, да, то есть мы можем задать вопрос, идет как, каким образом, и это сразу нам дает наводку, что это суффикс сади, причастие. Когда он шел, он пел или спел, да, тут вот будет в зависимости от контекста, то есть за счет вот того, что у нас сейчас здесь есть, мы не можем определить, он спел или пел, да. Мынекус кырджас. То есть здесь у нас когда, слово «когда» выдает, что здесь должен быть суффикс «ку». Тут еще такая, может быть, подсказка, это вот мы когда будем изучать сложные формы, я вам покажу как раз, за счет чего мы могли бы продолжительность действия, то есть что он пел, да, не спел, а пел что-то продолжительное, параллельное, вот, параллельные два действия, он идет и поет. Вот как эту продолжительность показать через сложную форму прошедшего времени. Это мы с вами посмотрим сегодня как раз. Вместо того, чтобы петь фальшиво, я лучше послушаю, да, то есть противопоставление основному действию. Палян кырджатош мон кылзо. Здесь помните, да, это я говорила с первого урока, прям, наверное. Палян – это левый, палян кырджаны мы так называем, если кто-то поет фальшиво, кто-то поет налево. Они ели, да, то есть продолжительное что-то, или поели совершенный вид, когда садилось солнце. Здесь тоже для вас подсказка слова «когда», что это будет суффикс «ку». Сос щишкизы шунды пукщику. Да, если они ели, продолжительность в прошедшем, это мы тоже с вами посмотрим сегодня. Ели до тех пор, пока не село солнце. Здесь тоже можно было прошедшие сложные формы сделать, но у нас пока вот такой простой вариант. Шунды пукщито щишкизы – это предел во времени. Да? Они ели до того, как село солнце. Да? Предел во времени. Они поели сытно, так что можно было набить живот. Да? Вот этот суффикс «мон», который соответствует английскому «был», «возможно», «можно». «Каттеремон» или «кациттеремон щишкизы». Здесь оба варианта возможны, потому что можно здесь подчеркнуть, выделить слово «кэт» – «живот» и наделить его лично притяжательным суффиксом, то есть сказать, что они набили свои животы, да, либо вот, написать целиком в одно слово, потому что каттеремон и так употребляется и с личным притяжательным, и без. Ушли, не наевшись, то же самое, да, каттеретек или кациттеретек кошкизы. И так. Наевшись досыта, мы ушли. Каттеретойш или катмыттеретойш, щишкимы, но кошкимы. Здесь еще можно было каттеретожамы. Да, то есть здесь можно было еще и в самом деепричастии поставить катыры, тоямы. В самом деепричастии поставить форму личную. Да, и тогда мы подчеркиваем, что это мы. Речь идет о нас. Они ушли, когда он ел. Да, то есть тоже здесь когда вам подсказка. Щишкыкус сос кошкизы. Да, и видите, ну, в удмуртском языке не бывает с этим проблем обычно. Вот как в русском языке, да, вот есть эта классическая фраза, когда подошел поезд, что ли, там шляпа улетела, что-то такое. Вот кто помнит, поймет, о чем я говорю. То есть в удмуртском языке они фактически как параллельные даже в чем-то, вот эти ку и основное действие, потому что мы можем суффикс добавить к деепричастию. Вот, и подчеркнуть, о ком идет речь. Ну что, после деепричастий, которых больше, да, по формам, мы возьмем причастие, коронним. Да, здесь в самом названии скрывается то, как образуется причастие, то, какую функцию оно в предложении выполняет. Корон
это у нас глагол, да, каронкыл от глагола карины делать, и ним это имя. То есть причастие, в отличие от причастия, оно выступает в роли определения. Оно дает характеристику объекту, а не действию. Да? Давайте с вами посмотрим, значит, 8 форм, которых мы возьмем, то есть где причастие было больше, да, а вот причастие у нас поменьше. И, значит, их можно поделить по временам, и по утвердительным, и отрицательным. То есть у нас есть причастие настоящего времени. Это суффиксы «ищ», которые будут указывать на действительного, ну, то есть соответствуют действительному причастию, как в русском языке идущий, плывущий и так далее. И его отрицательная форма в настоящем времени за счет суффикса «тем», да, то есть к суффиксу утвердительному мы добавляем суффикс «тем», и сразу получается отрицательная форма. Мы отдельно еще по каждому причастию я рассмотрю, просто сейчас в общих чертах расскажу. Есть причастие прошедшего времени. Да? Здесь у нас суффиксы, здесь даже больше вариантов суффиксов. Есть утвердительные 2 варианта, я объясню, в чем разница. И есть отрицательное, суффикс «мт». То есть здесь легко в этом смысле, нет никаких вообще вариантов, только «мт». Будущее время. Вот эта форма, она реже употребляется и, мне кажется, уже подвергается забвению, может быть, в том числе потому, что нет соответствующего аналога в русском языке. И здесь тоже отрицательная форма за счет суффикса «тем», да, «он тем» или «ён тем» или «тем». И особняком стоит вот эта форма «мон», которая такой суффикс-перебежчик, он может быть и деепричастием, и причастием, в зависимости от функции предложения. Итак, посмотрим каждый пункт отдельно. То есть у нас есть настоящее, прошедшее, будущее время. В каждом времени есть утвердительная, есть отрицательная форма. И есть суффикс «мон», который мы посмотрим. Но он уже нам знаком, он нас уже не пугает. Итак, посмотрим для начала утвердительные формы. Значит, утвердительные формы начнем с суффикса «ищ». Его я на первом занятии уже вам представила, рассказала. Почему? Потому что он зачастую соответствует названиям профессий в удмуртском языке. Да, и соответствует действительным причастиям настоящего времени в русском языке. То есть там живущий, идущий, плывущий, курящий и так далее, это все будет через суффикс «ищ», да? Активно совершающиеся действия. Например, Чебер Кырджач Надежда Уткина, да? Красиво поющая, либо мы также можем перевести как красивая певица, да, в зависимости от контекста. То есть здесь Кырджач может быть как причастием, так и существительным, которое будет обозначать слово «певица». Ну и то же самое, да, Кырджач либо певица, либо поющая, в зависимости от контекста. То есть запоминайте, что суффикс «ищ», он очень часто будет соответствовать профессиям, да, то есть мы сделали причастие какое-то, и оно автоматически становится профессией, субъектом каким-то. Допустим, вы учащийся, да, дышецкищ, я преподаватель, мон дышетищ, уже знакомы эти слова. Вот. Дальше идет страдательное причастие прошедшего времени, и они соответствуют русским шедший, плывший, вот эти «ш», суффиксу «ш», да, в русском языке. И здесь нюанс такой, что здесь у нас в прошедшем времени удмуртского языка 2 формы причастия, 2 варианта суффикса. Они отличаются тем, что суффикс «м», «ем», «ме» мы ставим в препозиции, то есть он всегда идет перед тем словом, к которому относится. Если мы хотим его в постпозицию поставить, то он всегда будет с суффиксом «ын», «эм», «эмын», «эмын», «емын», «мын».
То есть постпозиция в роли сказуемого, это причастие всегда будет меняться на эмон, емон, мын. Потому что если вы сохраните вот в этой форме эм, ем, ме, то это у вас будет неочевидная форма прошедшего времени. Об этом мы еще сегодня тоже поговорим. Итак, примеры. Тунне пияш жадямын. Да? Сегодня мальчик уставший. Пияш у нас подлежащий, жадямын уставший в постпозиции в значении уже сказуемого. Жадем пияш и жены выдыз. Уставший мальчик лег спать. В препозиции мы используем суффикс эм, ем, ме. Да? Ну, то есть здесь я вам уже даже не объясняю выбор между эм и ем. У нас всегда у вас, да, твердое дезленст. И также после слогов, после основ, которые заканчиваются на у и ю, да, как в слове юны, юэм, выпитый. И вот как я уже сказала, если вы сохраните вот эту форму м, ем, ме в постпозиции, то у вас это автоматически будет третье лицо или второе лицо неочевидного прошедшего времени. Об этом мы еще отдельно сегодня поговорим. Поэтому очень важно, ставя это причастие в постпозицию, заменять суффикс м, ем, ме на м, ем, мын. И дальше, вот то, что я сказала, более редко употребляемая форма оно, йоно, но. Во-первых, она выражает действие будущее, предстоящее, и оно имеет функцию еще необходимо. То есть необходимо что-то сделать, да? Необходимо прочитать, например, книгу, лыджоно книга, то, что необходимо прочитать. Одним словом, на русский язык нельзя перевести эту форму оно, йоно, но, то есть, как правило, требуется причастный оборот. Дальше, какие-то, вот вторая функция у этого суффикса еще вневременные действия, которые являются как бы постоянными признаками лиц или предметов. Да? Смотрим примеры. Яратоно шаере, да, мы это переводим как любимый край. Суффикс оно, да, глаголу яратыны любить. Здесь мы не можем перевести даже, ну это не совсем имеет смысл, мой край, который надо полюбить. Да? То есть здесь именно какой-то постоянный признак, что он любимый. Улоно кать корка, добротный дом. Вот про это я тоже еще скажу, что с частицей кать, улоно кать, с этой частицей эта конструкция будет соответствовать суффиксу мон. То есть улоно кать, оно, йоно, но плюс частица кать будет обозначать, вот как в английском, был. Да? Ну вот здесь улоно кать курка, добротный дом, дом, в котором можно жить. То есть вот за счет кать у нас добавляется значение, что там можно что-то, или что это можно, да? Возможность. Лыштоно есть тросно, еще много, что надо сделать. Да? То есть мы сделали из глагола лыштоны делать, мы сделали причастие с суффиксом оно, йоно, но, мы наделили его выделительно-указательным суффиксом. То есть то, что не надо делать, а есть еще то, что надо сделать. Да? И оно в данной ситуации, в данном контексте, оно выступает как подлежащее. То есть оно приобретает функцию, ну, или местоимения, или существительного, да, существительного в данном случае. Ну, или даже много, какая-то часть речи у нас в русском языке. Быдестоно уж, да, здесь уже у нас предшествующее действие, то есть работу, которую необходимо выполнить. Да, здесь уже у нас отсылка к будущему. И тоже запомнить, гажано, как и яратоно, это постоянный признак. Гажано будет обозначать уважаемый, от глагола гажаны – уважать. Угу.
То есть здесь вот запоминайте, оно, йоно, но – это предстоящее действие, то есть что-то необходимо сделать. И второе, у него вневременное, оно будет указывать на какой-то постоянный признак. Если мы к этому постоянному признаку добавим частицу «кать», то у нас будет значение, что можно, да, подходящий для чего-либо. И здесь не путайте очень похожие по форме конструкции «надо», «не надо». Да? То есть вот, например, «будестоно уж» – работа, которую необходимо выполнить. Если мы поставим в постпозицию, то есть из роли определения перенесем, у нас, например, будет предложение «та уже с будестоно». Эту работу надо сделать, то это сразу уже у нас глагольная конструкция с оно, йоно, но. Давайте я вот сюда запишу. Та уже с будестоно. То есть эту работу надо сделать. Угу. И здесь уже будестоно это уже не причастие, это уже глагольная форма, которая обозначает «надо сделать». Эту работу надо сделать. Угу. И дальше вот последний, который у нас такой суффикс перебежчик, да, который я говорила, что он и может быть и причастием, и идеей причастием. Так, сейчас чуть-чуть. Экран открывается полностью. Видимо, больше как мне сделать. Вы не видите, да, полностью экран или видите? Видите экран, да? Напишите мне, пожалуйста, если вы видите, тогда я не буду тут мучить монитор. Не видно. Угу, угу. Так. Почему это так? Ой, вообще куда-то все ушло. Сейчас, секунду, техническая пауза. Так. Ага. Почему же тут не видно? Ну ладно, давайте тогда я вам объясню, потом еще посмотрите дома, скачав презентацию. Сейчас я увеличу экран, что у меня тут все полетело. Итак, смотрите, да, вот третья форма, вот последняя, вот суффикс, который мы смотрим, это суффикс «мон». Что такое? Не хочет возвращаться в форму. Смотрите, «мон», как и в случае с депричастиями, выражает категорию возможности или осуществимости. И он соответствует вот предыдущему причастию, если оно будет с частицей «кать». Ну, прям не 100% можно заменить, но все-таки в большинстве случаев это работает. Например, «лыджонокать», «лыджимон», читабельное. Да, вот этот «мон», он проще всего на русский воспринимать, когда мы его переводим через английское вот это «был», да, читабельный. Например, «аджем кармон адями», от глагола «аджем карны» брать пример. То есть «аджем кармон» – человек, с которого можно брать пример. То есть в переводе на русский обычно это будет со словом «можно». То есть вот, да, переводится вот со словом «можно» в большинстве случаев. Так, что-то вот прям не хочет, не слушать меня сегодня. Угу. Вот, или «джепе понымон», да, поныны – это класть, джеб – это карман, или кисы, может быть, кто-то из вас слышал такой вариант, более южный. Джеб – это такое, по-моему, это иранское слово, в венгерском тоже оно есть, жеб,
Да? То есть глагол полнины мы сделали с этим суффиксом, сделали причастием, и стало у нас такой маленький, да, то есть мы понимаем ДЖП понемон карманный, да, то есть тот, который влезет в карман. Ну, на мой взгляд, очень удобный суффикс, да, такой, видите, он, если вы посмотрите вообще, насколько компактная фраза получается, если использовать эти суффиксы. Вот. И тут, в принципе, я все вам сказала, что, наверное, надо было, да, то, что здесь в презентации. Вот. То есть запоминаем, да, у нас для утвердительных форм причастия есть суффикс «ищ», который будет соответствовать русскому «щи», да, пишущий, там, страдающий, живущий, преподающий и так далее. Очень часто это будет соответствовать названиям профессий в удмуртском языке. Дальше для прошедшего времени у нас будут два варианта, либо ем, и емын, мын. Отличие будет в том, как они используются в предложении. Препозиции ем, постпозиции, то есть после имени, к которому они относятся, будет суффикс емын, мын. Дальше более редко употребимый оно, йоно, но, который нас отсылает к будущему времени, то есть предстоящее действие указывает, и есть оттенок долженствования, что-то необходимо будет сделать, и плюс второе его значение вневременное, которое указывает на какие-то постоянные признаки объекта, или лица, или предмета. И суффикс мон, который выражает категорию возможности или осуществимости. Да? На русский язык мы либо с использованием слова «можно» переводим, либо в ряде случаев мы можем прибегнуть к английскому языку и вот такие формы использовать: читабельный, смотрибельный, да, вот в таком значении. Умой – это у нас были утвердительные формы. Посмотрим у нас, какие формы отрицательные. Значит, смотрите, здесь, к сожалению, не соответствует, то есть не не соответствует, скажем, по времени. В общем, пойдем подряд. МТ – это у нас отсылает к прошедшему времени. То есть там, где было ем, здесь у нас суффикс МТ. И опять-таки это препозиция. Если вы в постпозицию поставите, то у вас это снова станет неочевидной формой прошедшего времени. Скорее всего, неочевидная форма прошедшего времени, которую мы сегодня будем разбирать, она именно образована от вот этих причастий прошедшего времени. И смотрите, да, пример, вот «ижемте тусыттунне». У тебя вид, туз – это вид внешний, да, внешний вид. Вот ты выглядишь так, как будто не спал. «Ижемте тусыттунне». Антоним «ижем тусыттунне». У тебя сонный видок сейчас. «Ижемте уйос» – бессонные ночи. Да, и вот сравните, когда это слово, это причастие встает в постпозицию, оно становится сказуемым, и это неочевидная форма прошедшего времени. «Мон тунне уин чирымно и жемте». «Я сегодня ночью нисколько не спал». Или, ну это уже когда мы пройдем неочевидную форму прошедшего времени, вы увидите, что эту «ижемте» можно еще заменить на «ижемын эвел». Да? То есть «мте» – это соответствует прошедшему времени. Здесь надо запомнить, что здесь будет употребляться длинная основа. То есть «мте» будет добавляться к длинной основе на вот. Да, то есть у нас обычно короткой основе, и дальше идет какая-то гласная, да, а здесь у нас в длинной основе «ы» в случае с первым типом глаголов. Дальше, если мы говорим про будущее время или какой-то постоянный признак, который отрицательный, да, то мы используем суффикс «онтем», «йонтем», «тем».
То есть там, где в положительном было оно, йоно, но, здесь мы делаем онтем, йонтем, тем. Да? И также мы можем заменить эту форму за счет глагола в начальной форме, который у нас есть, и к нему добавим луонтем, то есть глагол луны быть в этой отрицательной форме. Например, аджем потонтем адями, ненавистный человек, буквально кого не хочется видеть, человек, которого не хочется видеть. Или валантем кылбур, непонятный стих. Да? Мы здесь могли сказать аджем потыны луонтем, да, или валаны луонтем кылбур. То есть вот эти причастия, их разбить на инфинитив, начальную форму глагола, и плюс добавить луонтем слово. Так очень часто сейчас встречается. И сравните, если валантем, если вот эти глаголы, если вот эти причастия с суффиксом онтем, йонтем, тем будут относиться к депричастию, например, да, или даже к причастию, то это уже скорее будет депричастие, потому что написано непонятно. Да? Вот. И последнее отрицательное, то есть отрицательных 3. И вот это онтем, йонтем, оно не только к оно, йоно подходит, но еще и очень часто к мон, как антоним. Угу. И отрицательное еще настоящего времени, иштем, ижиштем кышноэдлы эн люкет, не мешай своей неспящей жене. Да? Так, и вот кажешо, ижемово, якеовел ижем. И так говорят. Ижемово и овел ижем. И так говорят. Так, ну что, вот парочку примеров вам. Мой любимый поэт, удмуртский, наверное, вообще, в принципе, любимый поэт, это Михаил Федотов. Он вообще первый бессермянский поэт. К сожалению, он очень рано ушел из жизни, в 95 году. Вот, и у него очень многие стихи, конечно, достаточно мрачные, но здесь я бы хотела, чтобы вы в первую очередь с точки зрения языка посмотрели, насколько образы у него такие удмуртские, что ли, и насколько они точные. Бигер пушнер кадик сутиш, шутем лемтей кадик мерчиш, янгыш дыряд нуажветлыш, ванилон демонен шудиш, совань стон, нож кин медавышко мон. Да, перейдем. Вот, во-первых, бигер пушнер – это разновидность крапивы. Бигер – это татарский, пушнер – это крапива. Бигер пушнер – это разновидность крапивы, которая очень жгучая. Она мельче, чем обычная крапива, но она безумно жгучая. Да? То есть тот, кто знает, тот знает, что сутищ обжигающая, да, то есть обжигающая, как татарская крапива. Тот, кто хоть раз обжигался татарской крапивой, знает, что это такое. Щутем лемтей кадик мерчиш, мерчины впиваться, впивающийся, как голодный клещ. Да, вы знаете, что Удмуртия один из эпицентров клещевого энцефалита, и действительно вот по весне просто очень редко кто пойдет в лес, по крайней мере, вот в моей семье прям вот минимизируют посещение леса в мае, потому что клещи голодные в мае, да, в апреле, и высокая вероятность заболеть. Щутем – это голодный, да, то есть мон щутем – я голодная. Лемтей – очень интересное название для клеща, и я, может быть, даже рассказывала уже на уроке. Тей – это вошь, а лем, вот здесь написано лем, но вообще, вот если вы не видите, как пишется, вы можете это воспринять как вошь, которая живет на черемухе. Лем – это черемуха, тей – это вошь.
Поэтому, когда я еще не могла читать даже удмуртский, да, то есть и русский, в принципе, не могла читать, когда мне говорили слово «лемтей», что «ой, это не надо туда идти, там клещи отын лемтей, ее сызвань», то я всегда обходила стороной черемуху, потому что я думала, что это же вошка черемухи, значит, она живет на черемухе. Вот. И одна из моих учениц сказала, что она как-то поймала клеща, и бабушка заставила срубить черемуху на огороде, потому что посчитала, что девочка, моя ученица, подцепила как раз клеща с черемухи. Вот такая народная этимология, от которой пострадала как минимум одна черемуха. Вот. Янгыш дыряд найжветвиш. Янгыш – это ошибка. Дыряд во время. То есть айжветвиш – это впереди идущий. То есть ты лидирующий, ты идущий впереди, даже когда ты ошибаешься. Всю жизнь играющий или играющая со мной. Улон – это жизнь, улон де – твою жизнь, всю твою жизнь играющая со мной. Это все ты, это все ты. Но кто же я? Да? Меда же ли в вопросительных обычно предложениях, вот как раз ли, соответствует русскому ли. Да? Это вот одно стихотворение. И еще второе стихотворение. Коньдоне но велкисия, малпане но юрышто джемын, тащекыт но югыт дуния, моновыл на эшос ямын. Нет денег у меня в кармане. Кисы – карман, нет, коньдон – деньги, коньдоне – моих денег, да, то есть вы помните, у нас если даже чего-то нет, то это наше, у нас нет нашего, да. Малпаны, но юрышто джемын, тел – это ветер, то джемын – выветрившийся, да, то есть видите, здесь малпаны – подлежащие, то джемын – сказуемые, поэтому у нас здесь эмын, емын в постпозиции стоит, поэтому здесь вот этот вариант суффикса. И мысль моя выветрилась из головы, в этом тяжелом и светлом моем мире я еще не остывший. Сияны остывать. Угу. Вот. И как раз тот слайд, который уже неоднократно кочевал из презентации в презентацию, смотрите, нет, это еще не тот. Смотрите, вот этот эмэн, емэн, мын, который стоит в постпозиции, да, он может быть и в прошедшем, и в будущем, и в настоящем времени за счет суффикса вал или вылэм, он становится прошедшим временем. В настоящем времени мы ничего не добавляем, а в будущем мы добавляем лоз, да, или лозы, если их множество. Их много. Ну или там, соответственно, я буду, да, монло, тонло и так далее. То есть суть в том, что здесь глагол луны в будущем времени в нужном лице и числе должен стоять. А вал и вал у нас всегда во всех лицах и числах одинаково. То есть монвал, тонвал, совал, мивал, фивал и так далее. Книга джемынвал, книга была прочитана. Книга джемын, книга прочитана. Книга джемынвоз, книга будет прочитана. Да? И идем дальше. Не путайте, да, то, что я вам сказала, суффикс мон, улымон или улонокать порка, дом пригодный для жизни, дом, в котором можно жить. И улымон карис сделал пригодным для жизни, там, где улымон относится к глаголу, сказуемому, то это сразу становится деепричастием. И вот оно, йоно, но не путайте причастие с конструкцией надо. Да, таберета тынулоно, теперь здесь надо жить. Улоно кать корка или улымон пригодный для жизни дом. Да? И несколько примеров. Смотрите, я только часть здесь вам озвучу, эту презентацию все будет, вы можете дома еще раз посмотреть.
Например, номерлы ярантем арбери. Да, от глагола яраны пригождаться, подходить, ярантем непригодный. Да, вспоминайте, ярано было бы его антонимом. Сейчас я сюда запишу. Ярано, кать или ярамон еще может быть, да, и его антоним ярамон. Ладно. Ярамон арбери, пригодный предмет, а здесь ярантем антоним. И не пононтем кошьон. Пононтем от глагола поныны класть, пононтем невозможно положить, да, то есть такая невкусная еда, что в рот не положишь. Видите, в русском языке такие конструкции переводятся очень длинными фразами. В удмуртский такой компактный в этом смысле язык. Шионокать перепечь. Да, здесь вот тоже вспоминайте шионокать, шиымон перепечь. И перепечь шионо, да, когда в постпозиции, это сразу конструкция надо. А здесь у нас в препозиции с суффиксом или с частицей кать в значении едабельный, то есть такой аппетитный, то есть который можно и хочется съесть, пригодный для поедания, аппетитный, да, вот. Интересная форма употребления еще может быть «мало сое лештонтем», да, то есть лештоно – это то, что надо сделать, лештонтем не надо сделать, да, по сути. Почему бы это не сделать? То есть мы отсылаем к будущему времени, почему бы это не сделанное? Да, буквально так можно перевести, но суть в том, что «а почему бы это не сделать?» Да, в чем причина? Почему это не делаешь? Или вот из Библии, да, фраза «милемлы тунне улымон нянщоты». Хлеб наш насущный дай нам днесь. То есть тунне улымон. Дай нам хлеба, чтобы можно было прожить сегодня. То есть вот еще раз, улымон чаще всего можно перевести на русский при помощи слова «можно». Да, то есть можно прожить. Магазин ворсамын, пыцамын, воз или вал. Да? Ворсамын, пыцамын здесь диалектная разница. Ворсамын более южный вариант, пыцамын северный, закрытый. Если мы добавляем глагол лоз, то это будет закрыт в будущее время. Вал был закрыт. Да? Если в настоящем времени, то мы ничего не добавляем. Чиньен лыдьямон можно посчитать по пальцам от глагола лыдьяны считать. Ирпоромымон улонес головокружительная жизнь от ирпоромыны, да, когда голова кружится. Вот, то есть здесь аж голова может закружиться, такая жизнь у него. Оскны лонтем, да, или осконтем. То есть обе конструкции возможны, как я сказала, либо инфинитив плюс лонтем делаем, либо к глаголу добавляем суффикс тем и делаем отрицательную форму, то, что невозможно поверить. И антоним оскмон или осконокать. Да, то есть вот эти синонимичные мон суффикс и оно-йоно плюс кать частица. То есть в данном случае друг, которому можно доверять. Шецкемон егидгес чувствительно моложе, то есть заметно моложе, то есть можно почувствовать, что он моложе, да, вот такой подход. Клемарын, вот слово клем оставшийся, да, у нас используется в конструкциях прошлый оставшийся год. Аналтем от глагола аналтены бросать, брошенный, да, аналтем корка. Лэштем уждес кери, сделанное дело твое, да, то есть здесь, видите, и аналтем, и лэштем – это все причастие прошедшего времени. И есть еще интересная форма употребления вот этого суффикса «ищ», да, который обозначает активное действие, «соенокин аджишме дамлу», чтобы никого не было, кто ее увидит. Да, то есть вот аджиш, чтобы не было видящего, то есть чтобы никто не видел.
То есть мы могли бы сказать «нокин медам аджи», либо мы можем сказать, чтобы не было видящего. То же самое в следующем «нокин выращивал» такое же. Вот в 18-м «тагур тын кыкщу улыщез». Улыщ – живущий, но мы уже воспринимаем это слово, когда оно без существительного, как «житель». Та ужин дыртоновел, дыртыш таракан шиде пе уще. В этом деле спешить не надо. То есть вот здесь у нас дыртоновел – это конструкция, не надо спешить. Дыртыш таракан – это у нас какой? Да? Спешащий таракан, говорят, в суд падает. Про пе я вам отдельно еще скажу, но не сегодня. Это такая тоже удмуртская, для разговора очень часто используется. Обратите внимание, если у вас в окружении есть удмурты, насколько часто они пе используют и пый. Да? Вот эти две отличающиеся друг от друга частицы, про них я вам еще отдельно скажу. Ну и карантин дарья, ванис пацамын, вал, глос, тоже это мы уже обсуждали, то есть прошедшее время, будущее и настоящее. Так, вопрос. Ну вот я говорю, что это вам, в принципе, не сильно надо различать, где причастие это или причастие. Это скорее лингвистическая история. Вообще, мне кажется, вот в удмуртском языке, вот и на прошлом занятии, когда мы с вами смотрели деепричастие, я вам это тоже подчеркивала, что до сих пор нет каких-то установившихся норм, что ли, например, вот отглагольное существительное в падеже это или деепричастие. То есть вот эти границы, они размыты, и как бы нет еще более четкого определения. Да? То есть в этом смысле другие финно-угорские языки, мне кажется, не могу сказать ничего про российские финно-угорские языки, но, естественно, эстонский, финский, венгерский, они более изученные языки, поэтому там, наверное, вот эта категоризация, то есть более четкие границы, они лучше прочерчены. А в удмуртском языке это вот еще виляние, в том числе из-за того, что в меньшей степени изучен язык, меньшее количество лингвистов, которые бы четко сказали, нет, это вот так, нет, это вот так. Да? Ну что, давайте посмотрим еще такие примеры, и тут вам надо будет самостоятельно сделать. Вот во всех формах, да, то есть один глагол берем и его прогоняем по всем формам. Возьмем глагол «аджины» – «видеть», да, «аджиш» – «видящий», «аджем гоштет» – «увиденное письмо». Да, то есть аджем не будет никогда подлежащим. То есть аджиш будет подлежащим, гоштет аджемын. Да, если мы прошедшее причастие ставим в постпозицию, то оно сразу наделяется суффиксом эмон емон, чтобы его отделить от неочевидного прошедшего времени. Аджоно гоштет, который необходимо посмотреть. То есть это к будущему относящиеся причастия. Аджимон – видимый и заметный образец для поддержания, для подражания. Аджимон адями, да, то есть видимый человек или человек для подражания. И так может в зависимости от контекста переводиться. Отрицательные формы. Аджимте гоштет – неувиденное письмо. То есть это у нас отрицательная форма для эм, ем, мэ и эмэн, емэн, мын. Да? И здесь вот еще раз обращаю ваше внимание, что к основе на «ы» добавляется. То есть во всех остальных случаях мы в первом типе глаголов отсекаем суффикс «ыны» и получаем основу, которая заканчивается на согласную, либо гласную. Здесь с суффиксом «мт» мы берем длинную основу, которая на «ы» заканчивается. Поэтому аджимте гоштет получается. Аджонте или аджины лонте. То, что невозможно увидеть. Да? Вот, то есть либо вы делаете с суффиксом «т»,
причастие, либо используйте infinitive в начале формы глагола, плюс добавляете причастие lontem, невозможный, невозможный увидеть, невозможный видеть, вот так буквально можно перевести. Аддиштем адями, незрячий, да, то есть это у нас антоним к первому причастию аддищ. Аджонтем или аджинлонтем – это у нас антоним для аджоно и аджимон, да, ну, в зависимости от контекста, но, как правило, вот для них он антонимом является. То же самое с глаголом юны пить. Юиш – пьющий, юэмбу – выпитая. То есть здесь вы могли сказать пьющий человек, юиш адями, либо юиш без существительного становится как бы субстантивированным, или как-то правильно, существительным, то есть сразу становится пьяницей, да, то есть юиш либо пьяница, либо пьющий. Юэмву – выпитая вода, в постпозиции ву юэмын – вода выпита, да, соответствует вот эта конструкция юэмын, эти причастия с суффиксами эмын, емын, мын, они соответствуют кратким причастиям русского языка. Юонову – вода питьевая, то есть здесь может выступать в роли постоянного признака, да, либо в зависимости от контекста может быть в роли еще и будущего, но также используется и как постоянное качество. То есть для аджоно нету такого постоянного качества, а для юоно бывает такое, да. Юэмонву, да, питебельное, ту, которую можно выпить, пригодная для питья, которая будет синонимична, вот эта конструкция юомон, юонокать. Да? Юомтеву, невыпитая вода, то есть у нас тоже в длинной основе на «ы». Юонтем или юны лонтем невозможно выпить. И юиштем, адями, например, не пьющий человек. Итак, попробуйте сделать вот во всех 8 формах от глагола вунетыны. Все то же самое. Я вам даю, давайте 1,5 минуты. Ужачком. И соберевание чаши с формой, и потом все вместе. Выдавай.
Мгм. Так, одну минуточку. Ну, что ж, давайте вместе. Юанте, вот юаны, как поставить форму Т? Это второй тип глагола, юаны, да? Значит, мы во втором типе отсекаем суффикс «ны», и у нас остается юа, и к ней добавляем к этой основе суффикс «мте». Итак, вунетыш адями, забывчивый человек. Выжизе вунетем адями, да? Забывший свои корни человек. Выжиес вунетемын, корни его позабыты. Вунетоно малпан, мысль, которую необходимо будет забыть. Вунетимон или вунетоно кать. Вунетоно кать или вунетимон – это то, что легко, то, что можно забыть. Да? То есть, например, какое-то длинное число, и ты говоришь, ой, тае вунетоно кать. То есть, ой, это такое сложное число, что его легко забыть, это точно. Вунетынте адями – незабытый человек. Вунетонтем адями – вунетыны вонтем, да, незабываемый, которого невозможно забыть. Да? То есть если у нас было вунетоно малпан или вунетымон, там, где это можно, и в будущем, возможно, так и случится, то там, где суффикс «ntем», «вонтем», там у нас это невозможно забыть. И вунетиштем адями – незабывающий человек. Угу. Так, умой. И ойдове учком давайте попробуем сделать сейчас тоже опрос, как в прошлый раз, по причастиям. Да, я сейчас закрою презентацию, вам надо будет выбрать правильный ответ, и потом мы обсудим. То есть еще раз, да, у нас суффикс «ищ» – это активно действующий, он очень часто заменяет профессии. Его антоним «иштем», да, то есть отрицательно мы переводим. Ем и емен. Они обозначают одно и то же, но ем в препозиции, емен в постпозиции. Их антонимом является мте, да, форма суффикс мте. Дальше оно, йоно и мон, они, можно сказать, идут в паре. То есть оно, йоно, две функции есть. Одна – это постоянный признак какой-то, вторая – это относящаяся к будущему что-то. Если мы добавляем частицу «кать», то по значению это будет равноценно причастию с суффиксом «мон». «Мон» мы чаще всего переводим на русский язык со словом «можно». Да, подходящий, пригодный, можно, или вот в ряде случаев можно использовать был, да, вот это английский, читабельный, смотрибельный и так далее. И антонимом для оно, йоно, мон будет суффикс онтем, йонтем, тем. Да, ойдолоучком, давайте тогда попробуем мы с вами сделать опрос. Вот, итак. Да, вот как в прошлый раз. Вы видите вопросы, да, сейчас? То есть вам надо сейчас каждому выбрать вариант, а потом мы обсудим. Угу. Да, в одном случае есть два ответа, там вам, по-моему, указывают. Угу.
М. Три человека, 5 на последнем. Еще немножко подождем. Да, очень много слов, которые сегодня уже прозвучали, и в этом смысле... Бунатем книга, да. Семь человек у нас ответили здесь. Так, здесь тоже 7. Но я так понимаю, больше 7, видимо, не будет. Итак, ойдолоучком давайте посмотрим. Значит, читающий мальчик, да, читатель. То есть он совершает действие. Лыджиш пияш будет правильный ответ. Лыджем пияш не может быть такого варианта. Лыджем книга может быть, прочитанная книга. Лыджонокать пияш тоже не может быть. Мальчик, который читабельный, то есть которого можно прочитать. Конечно, лыджины есть еще в ряде случаев, и раньше использовалось, по крайней мере, значение «считать», но здесь это не прокатит. Вот, читабельная книга, здесь могло быть два варианта, да, то есть здесь подходит и «выджонокать» книга, которую хочется прочитать, да, и «выджимон» книга читабельная. «Выджимте» книга – это не прочитанная книга, то есть «выджем» книга прочитанная, «выджимте» извините. Вот. А сейчас видите? Ну и вот как раз больше людей проголосовало. Тоже мой. Итак, да, то есть лыджиш, читающий мальчик, это активно совершающий он действие. То есть в русском там, где ще, вот это, читающий, смотрящий, то это будет удмуртскому ищ соответствовать. Лыджем пияш не может быть прочитанный мальчик, да, и как и не может быть лыджонокать пияш, мальчик, которого можно прочитать. Читабельная книга, которую можно прочитать, пригодная для чтения. Здесь два варианта ответа. Лыджонокать книга и лыджимон книга. Лыджимте книга не может быть в данном случае. Это будет обозначать лыджимте непрочитанная книга, то есть антоним в форме лыджем книга. Доярка. Да, смотрите. Скал кыскемын, эмын емын. Корова подоена. Кысконо скал – дойная корова. Это постоянный признак. Скал кыскиш – профессия указывающая. Да? Вот кысканы – тянуть вообще основное действие, основное значение. Не курящий. Тамак кыскиштем. Вот это стопроцентно единогласно. Да? То есть тамак кыскымон. Например, ситуация – тамак кыскымон ситуация, да, то есть ситуация, при которой прям хочется и можно уже курить, да, и тамак кыскемы, сигарета, табак выкурен, да? Невероятно красивый. Что здесь? Оскымон чебер, вероятно красивый, то есть правдоподобно красивый, да, то есть оскымон – это надежный, тот, который можно поверить. Здесь нам надо невероятно, то есть тот, который нельзя поверить, поэтому осконтем чебер. Оскем чебер такого нету. Верующий в Бога тоже. То есть у нас не курящий и верующий в Бога однозначный ответ, да. Инмарлы оскемын, то есть он верил в Бога.
та адями ин марлиоскемон, да, то есть вот в такой конструкции могло быть. Ин марлиоскиштем – это у нас антоним того, что вы выбрали, то есть неверующий в Бога. Книга прочитана, книга лыджемын, краткое причастие, постпозиции, книга лыджемын. Лыджемон – книга, читабельная книга, которую можно и хочется прочитать. Лыджоно – книга, книга, которую необходимо прочитать. Несмотрибельный фильм, учкны лон тем кино, да, или учкон тем кино. Учкмон кино как раз смотрибельный, то есть это антоним. Учкмте кино непосмотренный, непросмотренный фильм, то есть это у нас прошедшее время отрицательно. И заброшенный дом, аналтем курка правильный ответ, аналтиш курка оставляющий дом, то есть если бы это действие выполнял сам дом, но он не может это действие выполнять. Аналтоно кать корка – дом, который можно, ну, хочется оставить, то есть он уже такой плохой, что аналтоно кать. Да? Так, что еще у вас какие-то вопросы были? Так. Не очень поняла. Так, и что-то еще. Давайте вернемся снова к презентации. И мы сейчас перейдем к неочевидной форме прошедшего времени. Мы с вами смотрели очевидную форму прошедшего времени. Чем отличается очевидное от неочевидной? Значит, неочевидная форма прошедшего времени обозначает тоже законченное действие, имеющее результат, но неочевидное для говорящего. За счет чего это достигается? Вы не были свидетелем происходящего. Чайковский вордскем или вордышкем, да, Чайковский родился, вы же не были там в момент его рождения. Действие произошло без вашего ведома, то есть неосознанно. Умеущишкем уснул, оказывается, или я, например, да, вунетишкем мы забыли, оказывается. Вот эта форма очень удобна для забывчивых учеников, которые говорят, перекидывают ответственность, что «ой, я забыл», то есть я не специально, но я забыл. Да? Так, сейчас подождите, ваши вопросы еще. Ксюша, так, сейчас смотрю. Пытаюсь чат. Вунетем книга, и человек, забывший книгу, адями книга зе вунетем. Например, человек забыл свою книгу. Адями книга зе вунетем. Здесь как раз мы уже можем сделать через неочевидную форму прошедшего времени. То есть нету такого в удмуртском книга, забытая человеком. Предпочтительнее сказать книгу забыл человек. То есть актив предпочтительнее пассиву. Забытая книга можно сказать, но забытая человеком книга так уже, скорее всего, не скажут. Будут вот через такую форму неочевидного прошедшего времени говорить. И это будет уже адями книга зевунетен, это уже будет сказуемое, это уже неочевидная форма прошедшего времени. Так. Умой. Смотрим, значит, как это образуется форма. Да, здесь вот в сравнении с другими временами глагол витины, ждать. Во-первых, мы отсекаем ины, и мы, как обычно, смотрим на основу. Да? Здесь у нас мягкое «т», «мон витишкем», да, то есть здесь вот «и» у нас обычная, без точек, потому что у нас мягкое «т» было. Тон «витем», или на юге часто скажут «витемед». То есть вот эта «ед», она факультативная. В третьем лице «со-витем» или «со-витемез», вот эта «ез», она еще реже. То есть вот «ед» вы еще услышите,
А ес вы уже сильно вряд ли услышите. Вот, витишке мы ждали, оказывается, витилямды вы ждали, оказывается, и витилямзы они ждали, оказывается. Здесь во множественном числе третьего лица тоже зы факультативная, но она гораздо чаще употребляется, чем ед, и тем более ес. То есть как бы тут степень факультативности разная. Зы реже отсекается, скажем так, да, ед почаще и ес очень часто. То есть, я бы даже сказала вам, что на данном этапе попробуйте запомнить, что тон и со совпадают. То есть вот без этих факультативов. А третье лицо форма соос все-таки зы. Да? Но в ряде случаев она может опускаться. И в качестве примера я вам на дом дам песню, и в ней очень часто встречается вот эта форма соус в неочевидном прошедшем времени, и там как раз опущено вот это «зы». И все равно понятно, о ком речь. Да, то есть вот у нас ишкем, ем, ишкем мы, и в форме ты соус Илья, да, приходит Илья. И, как всегда, медезе, медуза. Да, здесь у нас снова вот эти суффиксы маньяки. Дальше. Глагол лештыны, в отличие от ветины, он уже заканчивается на твердую «т». И смотрим, что у нас здесь происходит. Мон лештишкем, ишкем, да, здесь уже и с двумя точками звучание то же самое, но нам на письме надо вот эти точки поставить, чтобы показать, что предыдущая «т» была твердая. Тон лештем, со лештем, ми лештишкем мы, ты лештилямды, сос лештилямзы. Да? Северный вариант делает ударение на предпоследний слог, в литературном удмуртском языке ударение на последний слог. Да, здесь смотрите, что у нас. Ишкем в форме мон, ми, ишкем, просто в форме ми мы добавляем еще суффикс множественного числа мы. Да, тон, со, то есть можно блоками запоминать. Форма мон, ми, ишкем, в форме тон, со, ем, ме, и в форме ты, соос, Илья приходит, да, и лямды, и лямзы. То есть во множественном числе обязательно вот эти мы-дезы, которые показывают лицо и множественное число. Да, еще один глагол из первого типа, глагол юны. Да, здесь у нас мон юишкем, тон юэм или юэмед, со юэм, ми юишкем мы, ты юэлямды и сос юэлямзы. Да, опять можно запоминать мон, ми, юишкем, да, во множественном числе плюс мы, во втором лице единственного числа и третьем лице тон, со, юэм, да, факультативное ед во втором лице. И для множественного числа, для форм ты и сос приходит Илья и добавляется еще из медузы дызы. То есть юэлямды вы выпили, оказывается, и сос юэлямзы. Они выпили, оказывается. Да, то есть на русский, как правило, мы можем либо перевести просто прошедшим временем, либо, если хотите подчеркнуть неочевидность, оказывается. Да? Но опять вот такие, то, чего нет в русском языке, это первым уходит из удмуртского. Да? То есть вот эта форма сейчас постепенно заменяется очевидной формой прошедшего времени. И я все реже вижу, например, да, вот у поколения 20+, у них все реже встречается вот эта неочевидная форма прошедшего времени. Потому что в русском языке прошедшее одно, и зачем нам очевидно, неочевидно, то есть мы используем, как и в русском языке, одну форму очевидного, которая вроде как по дефолту идет. Да, и можете посмотреть в сравнении с остальными формами в настоящем времени, в прошедшем будущем, что здесь, в принципе, видите, вот эти буквы, которые обозначают лицо и число, они нас все время преследуют, да, вот везде вот эти мы, дезы, и ДЗ тоже встречается, вот. То есть это было про
первый тип глаголов, посмотрим второй тип глаголов, который заканчивается на аны, яны. Да, глагол ужаны, работать. Здесь у нас уже основа заканчивается на гласную, поэтому нам не нужны варианты с гласными, нам достаточно добавить суффикс «шкем». Да, мон ужашкем, я работала, оказывается. Тон ужам или тон ужамет, ты работал, оказывается. Со ужам, он работал, оказывается. Ми ужашкем, мы работали, оказывается. Ты ужалямды, вы работали, оказывается. И сос ужалямзы, они работали, оказывается. То есть здесь все то же самое, за исключением соединительной вот этой гласной. То есть у нас здесь просто добавляются суффиксы, которые начинаются с согласной. Да? Суффиксы все те же самые. То есть точно так же мы можем запоминать в парах. Мон, ми, шкем, да, только в форме мы добавляем еще мы. Вот, легко запомнить мы. Да? В форме тон, соос, да, вторая пара. В форме тон, соос у нас суффикс «м» просто добавляется в тон, факультативное «е». И третья пара «ты», «соос», здесь у нас «илья» приходит, и во втором типе он просто «ля». Да? Лямды и лямзы. То же самое с глаголом «уяны», да, система, то есть просто добавляется согласная основа без соединительной гласной. Что у нас происходит с отрицательной? Вот мы посмотрели утвердительную форму. Что происходит с отрицательной формой? Здесь есть сложная форма и есть здесь простая, которую я вам и рекомендую, простую. Разница в том, что простая форма используется больше северянами, а сложная форма используется южанами. Да? У меня лобби северное, поэтому и оно легче, северный вариант, поэтому знаете, что есть южный вариант, да, вот как раз про то, что я вам говорила, суффикс «мт», который у нас в причастиях был, да, когда у нас «юмт», не выпитая вода, «юмт ву». А если в постпозицию вставят «ву», «юмт», вода не выпита, то это уже неочевидная форма прошедшего времени. То есть, по сути, здесь в зависимости от позиции из причастия переходит в форму неочевидную прошедшего времени. Да? Как строится... При желании вы можете дома изучить. Я вас в первую очередь призываю, чтобы вы, если используете, то используйте хотя бы, начинайте отрицательную форму простую, да, начнем с простого. Значит, легко очень строится, если вы запомните утвердительную форму, вы к ней просто добавляете частицу «will» отрицательную во всех лицах, независимо от числа, и плюс утвердительную форму. Все. И у вас готова отрицательная форма прошедшего времени. То есть will плюс утвердительная форма прошедшего времени. Да? Для тех, кто любит головоломки, пожалуйста, посмотрите, как образуется сложная форма. Да, то есть тут микс такой утвердительного и плюс добавление суффикса «мт» отрицательного. Да, для тех, кто любит лингвистические задачки. Вот. Для тех, кто предпочитает проще и начинать с простого, вот, пожалуйста, вам эта форма. Ее употребляю я, например, да, потому что это северный вариант. Здесь вот как раз то, что у нас не раз уже кочевало из презентации в презентацию, вот этот переход из неочевидного прошедшего, да, в причастие, плюс отглагольно-существительное выглядит абсолютно так же. То есть вот смотрите предложение «Сотон щарищ вунетем». Он о тебе забыл, оказывается, да, вунетем глагол, от глагола вунетыны забывать. Тон щарыш вунетем поте. Мне хочется забыть о тебе. Здесь вот это «е», указывающее на меня, притяжательный суффикс, он факультативен, поэтому вунетем поте отглагольное существительное совпадает с формой прошедшего времени.
Вунетем удмурчен йос. Когда это слово в препозиции, это всегда определение, это всегда причастие. Удмурчен йос вунетемын. Да, это у нас уже ну или причастие, да, в зависимости, если мы продолжим предложение. Или, ну да, это причастие у нас. Эмын, емын. Забыты. Да, краткое причастие. Угу. Что у нас, вот какие формы наиболее часто употребляются? Ну, во-первых, все сказки удмуртского языка, ну, не все, конечно, так начинаются, но жили-были русское, улылям, вылылям, да, от глагола улыны, вылыны, жить, бывать. То есть вот это как раз Илья, где приходит, они жили-были, улылям, вылылям. Видите, и в этом варианте тоже уже опущен суффикс «зы». Улылям, вылылям, да, жили-были. Здесь нет суффикса «зы» в сказках. Иногда может встретиться. Вунетишкем, ой, я забыл, да, случайно. Вот здесь мон вунети. Когда вы скажете мон вунети, вы берете весь груз ответственности на себя, что я забыл, я это сделала осознанно, да, я понимал, что я забыл. Вунетишкем вы смягчаете ситуацию, вы делаете, что это неосознанно произошло. Ой, мон вунетишкем, да, то есть это было не специально сделано. Очень удобно. Вылквищкем. Ой, мон будильники за вылквищкем. Ой, я не слышал будильника, оказывается. То есть я это сделала не специально. Да? Мы смягчаем груз ответственности в таком смысле. Ну и вордишкем или вордскем, когда биографии людей, которые родились до нашего времени, до нашего присутствия, было бы правильнее всего, конечно, через неочевидную форму прошедшего времени, но если вы обратите внимание, то уже очень часто это заменяется формой очевидного прошедшего времени. Вот. Аспоннады, да, сейчас самостоятельно. Почему тут не вунышкем? А почему должно быть вунышкем? Вунетишкем. Глагол вунетыны, мы отсекли ыны, вунет основа, и к ним мы добавляем суффикс ишкем. Угу. То есть не забывайте, у нас есть глагол вунены, вуниз, да, видалось забвению, но человек может, мон вуни, это я позабылся, меня забыли, а вунетыны я забыл. То есть это разные глаголы вунены и вунетыны. Вунены что-то забылось, а вунетыны забыть что-то. То есть одно как бы возвратное забылось, а второе оно активное. Угу. Итак, аспоннады, ваша задача сейчас заполнить таблицу. Да? Здесь вам даны подсказки. И в зависимости вот от этого, пожалуйста, заполняйте. Мон передышу тысячко к минут. 2 минуты я вам даю. Вернуть на таблицу или зафиксировали, вернуть. То есть вам надо глагол вунетыны, кылыны и малпаны сделать. Давайте я верну. Мы делаем только утвердительную форму сейчас. Давайте здесь оставим, да? Тут потому что и первое, и второе сразу. То есть вам надо глагол, еще раз, вунетыны, забыть, кылыны, слышать, и малпаны, думать. 3 глагола делаем только в утвердительной форме, потому что простая отрицательная очень легкая. Все, уже мы работаем, уже съели время.
Угу. Так, ойда выучком. Давайте посмотрим. Глагол вунетыны заканчивается на твердую Т, поэтому нам нужна и с двумя точками, чтобы подчеркнуть твердость этой Т. Мон вунетишкем. Я забыла, оказывается, да, и можно сразу в паре смотреть. Мон ми. Ми вунетишкем мы. Или, да, вунетишкем мы. Мы обязательно, да, потому что это множественное число. Тон вунетем или вунетемет и со вунетем, да, в паре смотрим. Ты вунетилямды, Илья приходит, и сос вунетилямзы, да, здесь вот я еще раз скажу, что в форме сос, зы тоже факультативно, как мы видим, такой классический пример уилям, гуилям. Кылыны слышать. Мон кылышкем, я услышала, оказывается, тон клем или клемет, ты услышала, оказывается, со клем, он услышал, оказывается, не кылышкем мы услышали, оказывается, ты клылямды, вы услышали, оказывается, и сос клылям или сос клылямзы, они услышали, оказывается, да. Малпаны, мон малпашкем. Например, ой, я неправильно подумала, оказывается. Да? То есть вот в русском всегда добавляется вот это оказывается, да? Неочевидность, неосознанность. Тон малпамет или тон малпам. Со малпам, он подумал, ми малпашке, мы подумали, оказывается, ты малпалям, ты ля, да, у нас здесь Илья без и, вы подумали, оказывается, и сос малпалям, факультативное «зы», они подумали, оказывается. Угу. То есть и отрицательное просто добавляем суффикс, просто добавляем частицу «vel», отрицательную частицу «vel». Сложные формы прошедшего времени, то я о чем говорила. Значит, смотрите, да, у нас есть два базовых прошедших времени. Есть очевидное и есть неочевидное прошедшее. Очевидное употребляется уже чаще, да, превалирует, нежели неочевидное. А про сложные формы прошедшего времени так уж вообще, да, умолчу. То есть это уходящие в забвение формы, но они очень удобны, и какие-то из них еще чаще все-таки встречаются. Вот, но... Да, в общем, грустная тема. Вот, смотрите, здесь их можно поделить на 4 больших блока. И, в принципе, даже можно поделить на 3 блока, потому что есть плюсквамперфект, есть прошедшее длительное и прошедшее многократное, да, вот как здесь у меня сделано. То есть в зависимости от того, что подчеркивается многократность, да, что это было много раз в прошедшем времени, либо продолжительность, да, то есть продолжительное вот это continuous в прошедшем времени, либо завершенность. Когда мы говорим про завершенность в прошедшем времени, то обычно должно какое-то действие быть в прошедшем, как бы ближнем прошедшем, да, и что-то ему предшествовавшее. То есть тут должно быть как минимум 2 плана быть. В остальных случаях этот план может подразумеваться, но он как бы не обязателен, да, как в плюсквамперфекте. Смотрите, первый плюсквамперфект и второй плюсквамперфект, они, в принципе, близки, да, то есть, но мне кажется, что первый плюсквамперфект употребляется чаще, потому что он употребляется с очевидной формой прошедшего времени и плюс вал, да, то есть тут вы, если знаете очевидную форму прошедшего времени, точнее помните ее плюс вал, вы образуете прошедшее время. То есть он сделан было когда-то, да? То есть, видите, действие, совершившееся до другого действия или до момента речи. То есть предпрошедшее время. ВЛМ – это форма отвал неочевидного прошедшего времени. То есть ВЛМ оказывается. Солэштиз ВЛМ он сделал, оказывается. То есть, видите, в каждом из времен сложных еще есть внутри деление на очевидное и неочевидное. Солэштиз он сделал было, солэштиз ВЛМ он сделал, оказывается.
да, и второй плюсквамперфект совещтем вылем, он сделал было, оказывается, мы и свидетелями не были того, как это делал, и сейчас мы как бы это знаем только, ну, по слухам, что ли. То есть вот здесь совещтем вылем, наше участие тут вообще его нет, то есть мы не были свидетелями. И вот красным я выделила те формы, которые чаще используются на севере, скажем, да, то есть вот совещтизвелем и совещтенвал. Вот совещтенвал, мне кажется, я даже не слышала, наверное. То есть она, может быть, кем-то употребляется, но на севере ее не используют. То есть это вот согласно работе Карповой, которая изучала среднечепецкий диалект, совещтизвал, совещтенвелем, они встречаются в среднечепецком диалекте. Дальше прошедшее длительное. Когда у нас действие длительное в прошедшем, мы делаем как? Мы настоящее время берем, плюс вал или для неочевидности вылем. То есть совещтевал, он делал бывало, и мы были свидетелем этого, скорее всего, да. Совещтевлем он делал бывало, оказывается, мы не были свидетелями этого. Это происходило без нашего участия, без нашего ведома. Вот, то есть здесь в прошедшем длительном важно длительность подчеркнуть за счет настоящего времени плюс вал или вылем. Вот. В плюсквамперфекте было у нас одно с очевидным прошедшим плюс вал вылем, и второе с неочевидным прошедшим плюс вал вылем. То есть здесь совещтизвал, мы были свидетелями, или это при нашем ведоме происходило, совещтенвелем, он сделал, оказывается, мы не были свидетелями, мы не знали об этом. Прошедшее многократное, вот его на севере нет, но его очень часто используют южане, и очень часто, поскольку литература в основном писалась и пишется южанами, вот эта форма встречается в литературном удмуртском языке. Здесь у нас будущее плюс вал вылем используется, да. То есть совещтозвал, он делал бывало, то есть это было многократно в прошлом. Совещтозвалем многократно в прошлом без нашего участия, без нашего ведома, без нашего присутствия. Да? На севере вот в этих случаях используют суффикс «лы», то есть к глаголу добавляют суффикс «лы» дополнительно и делают обычную форму прошедшего времени. А южане вот как раз используют через эту сложную форму. То есть смотрите, да, то есть у нас, можно сказать, три таких массива: многократность, будущее плюс вал вылем, да? Завершенность, два варианта плюсквамперфекта с очевидным, неочевидным временем, и продолжительность, когда настоящее время плюс вал вылем, да, добавляем. Смотрите, да, когда пришел ее хозяин, собака спала. Кужезвыктыку пуны и жевал. То есть на русский мы переводим «собака спала». Да? На прошлом занятии это предложение мы делали через простой вариант «кужезвыктыку пуны и жиз». Да? Или «пуны и жем». Жем тоже, да? Собака спала, оказывается. Но мы же понимаем, что вот хозяин пришел, а процесс был длительный в прошедшем, да, вот если кто-то знает испанский, там есть, как же она называется, вот форма, которая параллельность действия обозначает, как бы фоновое какое-то. Вот, здесь, смотрите, «ижевал» спала, то есть она же длительно спала. Или «пуны ижевылем», тоже длительное, но мы не были свидетелями, поэтому здесь вал вылем только разница. Пуны и жёс вылем обозначает, что собака постоянно каждый раз спала, когда приходил хозяин. Да? Конечно, если вы скажете «кужезвыктыку пуны и жис», «пуны и жем»,
Но вот для меня, например, это, ну, как бы это, ну, странно немножко даже звучит. То есть я бы сказала «ижевал», потому что вот хозяин пришел, было параллельное действие, хозяин пришел в эту точку, вошел сна собаки, да, то есть собака спит, она спала и до, и может, и после будет, а вот хозяин пришел, и он вклинился в этот процесс длительный, да, это логично. Давайте еще посмотрим примеры. Я здесь добавлю переводы, чтобы мы успели еще сегодня... Да, немножко вас задержу сегодня. Смотрите, лумба тульчайн шудеса ветлозвелем. Здесь добавлю русский перевод, поэтому не переживайте, сейчас просто озвучу. Ветлозвелем, да, будущее плюс форма велем. Он на улице весь день ходил, играя, оказывается. Да? То есть ветлозвелем, будущее плюс велем указывает на то, что это было многократно в прошедшем времени, и мы не были свидетелями. То есть за счет вот этих двух слов у нас масса информации. Адямилен нянес туш удал тозвелем, да, удалтыны созревать, урождаться. То есть хлеб человека урождался, да, с русским проблемой. Вот, то есть тоже многократно в прошедшем времени, и мы не были свидетелями. Это вообще из легенды фразы, поэтому они еще такой характер носят в ЛМ. И та дунь нет, мягкая должна быть, та дунь не ленентьяс, нарыщик не номерно в ЛМТ или в ЛМ, да, то есть здесь в ЛМТ форма сложная используется, ничего не было, оказывается, да, в ЛМ, неочевидная форма прошедшего времени. Мы с вами, я вам говорила, что есть сложная в ЛМТ с суффиксом МТ, да, и можно заменить простой формой с частицей «эвел». «Сотолон тоне участвовал, но осшетте». Он тебя вчера искал, но не нашел. То есть два плана у нас здесь. Он тебя искал вчера, но не нашел. То есть одно действие опережает другое, да, то есть завершенность. Участвовал, это у нас плюс квамперфект, что это действие тоже завершилось, и он не нашел. Да, вот два прошедших времени, и одно предшествует другому. Лактилям вылем пришли, оказывается. Лактилям – неочевидная форма прошедшего времени, и вылем – неочевидная форма. Да? То есть, оказывается, на прошлой неделе их друзья приехали. То есть мы и не были там, когда они приехали, и мы это сейчас узнали неожиданно, да, как бы случайно. Окпол школаем мы мешком вал. Да, один раз мы шли в школу, то есть у нас дается фоновое действие, мы шли в школу. Шатек шарышнилэскыш вот кетч бежиса попис. Да, неожиданно выскочил заяц. Простая, очевидная форма прошедшего времени, потому что здесь попис мы были свидетелями, мы же в школу шли, да. Заяц выбежал из леса, да? То есть было действие длительное, параллельное, и мы в него точнее заяц в него вклинился в это время, то есть мы идем, и он вклинивается в это время своим выходом из леса. Марья карце туж яратева. Длительный, такой смешной пример. Марья любила своего мужа. Продолжительное действие в прошлом, да, настоящее плюс вал. Если мы не были свидетелями, то мы скажем яратевылем, любила, оказывается, да. Обиктод моему неучамвылем, наш монсен помешкной богатый. Один мой знакомый меня искал, оказывается, но я с ним не смог встретиться, да, то есть учамвылем, план прошедший, да, то есть он предшествует, что мы не смогли встретиться. Он, оказывается, меня искал, я не знала об этом в тот момент, то есть без моего ведома происходили поиски этим. Ну, тут меня отправили в командировку тоже, да, вот келязывал, меня же отправили в командировку, я был свидетелем того, что меня отправили в командировку. И келязывал предшествует
нашей встречи. То есть он меня искал, оказывается, но мы не встретились, потому что меня отправили до этого в командировку. По сути, сейчас я вот думаю, да, можно ли это все одик тот моему не учам, монсент мишкно и пугать одиннану командировка и келязы. По идее, да, если вы, ну, наверное, если вы напишете все в прошедшем времени, то как бы будет понятна суть, что не встретились, искал кто-то, уехал, но не будет вот этой последовательности заметно, да, и плюс вот мне как носителю более привычные для слуха даже и для понимания вот эти сложные формы. Песчаная дрязг, мы шозал часто говаривала, да, то есть шоз будущее плюс вал. Я была свидетелем, или я был свидетелем, но она многократно это повторяла, что раньше и солнце светило ярче, и лето были жарче, да, то есть многократно и солнце светило много раз, и лето были жарче, да. Дальше вот первый магазин еще дик куската баштива пичигес шедем пцепачкате. Тут 3 времени, да, баштива купила было, это произошло когда-то, и оказывается шедины это вообще находиться, то есть поменьше пара нашлась, то есть поменьше не подошла, ну то есть я случайно купила пару, такую пару нашла, которая поменьше. Случайно так получилось, да, оказывается. И сейчас жмет ногу. Пачкатыны, жать, это настоящее время здесь. То есть у нас есть предпрошедшее время, я осознанно купила, да, маленькая оказалась пара, и она сейчас жмет. Да? Вот, дальше. Из леса ель уже привезли, вот частица «ни», видите, вклинивается. Вайзы, вал, «ни», «ни» может и вклиниваться, и в конец идти. То есть уже привезли когда-то, но украшать начали только сейчас. То есть 2 плана. Привезли раньше, украшать начали сейчас. Чорыганы ярате вал. Мой папа любил рыбачить, продолжительное действие в прошлом. Да? И он встанет, бывало, султос, но пошкос, да? То есть будущее плюс вал. Он вставал рано утром много раз, он это многократно делал, и уходил в лес. Раньше поля вспахивали, оказывается, лошадью. Грозы было много раз это делали, каждую весну вспахивали, и я не была свидетелем этого действия, поэтому будущее плюс ВЛМ. Нюэскы губилы мымивал, но муж берти. Да, я пошла в лес за грибами, но вернулась без ничего, то есть с пустыми руками, оказывается, еще грибов нет. Мымивал, я пошла, но вернулась, то есть я сначала прошла предпрошедшую, но вернулась. Вел на ВЛМ нет, оказывается. Да? То есть это я не знала, что грибов нет. Губила был, можно было и так сказать, но я не знала того, что нет их. То есть не без этого знания ушла. Если вы скажете, губила мымино, бушберти, так тоже можно сказать. Мнива, я пошла, было, по-русски же тоже так иногда говорят, я пошла, было, да, вернулась. Вот в таком ключе. Умой. Значит, перпуметес, последнее. Да, будем слушать песню. Сначала посмотрим текст, потом кто спешит, тот уйдет. Песню вы можете послушать, я ее отправлю вам. Вот. И прежде чем кто-либо убежит, гурте уж, домашнее задание. Смотрите, я вот вам отправлю текст песни. Судя по тому, что здесь как употребляются формы, и тут речь про ватка,
эта песня, скорее всего, северных удмуртов, это народная песня, там очень интересные образы, посмотрите. И тут будет плавный переход, вот форма «кыти», это вопрос одного из падежей, которые будут на следующем занятии, падежи остатки наши, да, поскребыши, редко употребляемые, которые мы еще не брали. Вот. Что еще про эту песню я хотела бы сказать? Вот в удмуртском, вообще в удмуртском мире было два больших, ну как сказать, клана, рода, что ли, Ватка и Калмес по названию рек, Вятка и Кильмесь, да? И они между собой не заключали браков, то есть они, можно сказать, что ну, конкурировали, да, или не вступали в браки, в общем, не было связи. Ватка – это преимущественно север, да, по названию реки. Вот, это вы попробуйте перевести, я вам перевод дам, потом посмотрите, сравните. Ну и, соответственно, будут предложения, точнее, упражнения, вот, и здесь среди упражнений я вам напишу, что надо сделать. Смотрите, вот эти причастия, причастные обороты, да, школае, мымищ, пияш, да, вот эти придаточные, причастные обороты очень часто сейчас заменяются за счет слова кудис, да, кудис это как в русском который, но в удмуртском языке это чуждые были вот эти придаточные, как раз вот это придаточное скудис, они всегда заменялись причастиями. Для тех, кто, например, я не знаю, как в эстонском и финском, но в венгерском это тоже чуждый элемент, то есть скорее венгры все причастные, какой бы он длинный не был, они его запихнут перед словом, к которому оно относится. То есть такие будут распространенные причастные обороты. Вот. Вам надо будет из таких предложений скудис сделать красивые удмуртские причастные обороты. Вот. Это домашнее задание. В общем, это презентации все будет расписано. А сейчас мы с вами послушаем песню, она короткая. Это современная исполнительница, и практически у нее, наверное, только одна или две песни. Для меня было важно, чтобы вы послушали эту песню, даже по той причине, что это диалект удмуртского языка, и он не столько в словах, в лексике отличается, сколько в произношении. Это Алнашский район, деревня Кузибаева. Эта деревня известна тем, что это одна из деревень удмуртских, где сохранилась традиционная религия. И удмурты в этой деревне ежегодно и по нескольку раз устраивают моления, в том числе большие, крупные моления всей деревни. Вот, то есть это вот такая очень архаичная зона, территория, ареал проживания удмуртов, Алнашский район, это юг республики, деревня Кузибаева. Вот. И имя этой девушки, ну, точнее, ее псевдоним Тур-Ялыс, и оно образовано из слова «тулыс» – весна плюс «дарья». Да? Она сказала, что она очень любит весну, поэтому получилось Тур-Ялыс. Вот. Смотрим. Уктодишка. Я не знаю. Эн энкельты моне огнаметон. Нет, не оставляй меня одну ты. Огнам – это я в одиночку. Тон огнад, со огназ, огнамы, огнады, огназы. Да, это местоимение, и к нему мы добавляем лично-притяжательные суффиксы, и получается я сам, ты сам, он сам, мы сами в одиночку. Точнее, мы в одиночку, я в одиночку, ты в одиночку и так далее. Энкельты моне огнаметон. Не оставляй меня в одиночку ты. Кият окполкино етишкны кылдозна меда таулонам. Кият, как бы твою руку хотя бы раз, окпол, одикпол, окпол, однажды, хотя бы коснуться кылдозна меда. Кылдыны доведется ли, да? Улонам в моей жизни. Щинмад окполкино учкны кылдозна меда таулонам.
твои глаза заглянуть хотя бы раз, еще доведется ли мне в моей жизни? Клышкода мы начнем в параме. Ты слышишь мой голос? Да, мы начнем, мы могли убрать и все равно знали бы, что речь о моем голосе, потому что суффикс ме притяжательный в аккузативе. Кыдёкынулыса удвунутыми да параме, живя вдалеке, как? Да, удвунут ты, не забудешь ли ты мой голос? Меда соответствует частице же, ли в русском языке, как, ну, используется в вопросительных предложениях. Энкельте моне огнаметон, энкельте моне огнаметон. Не оставляй меня одну ты. Мой. Закрываю презентацию, включаю музыку. Вот, кому интересно с текстом сравнивать, вы можете сейчас отфотографировать на телефон, потому что я презентацию буду вынуждена закрыть, иначе звука не будет. Вот, кто спешит, бегите, таубаджим, уроки электемдипона, спасибо, что пришли на урок, презентацию, песни, я все это отправлю, презентации будут домашние задания, видео, как обычно, на канале. Вот, и Арняулыса, через неделю мы с вами встретимся, и у нас останется 2 занятия на следующей неделе и еще через неделю. Вот, а потом Вань в отпуске, все в отпуск. Вот, Таубаджим, Пумичка точно. До встречи, сейчас включаю музыку. Послушайте, как она произносит звук «ы», да, насколько он у нее... такой необычный. Вот, я выключаю свой звук, иначе будет фонить. Напишите, слышно или нет. Угу. То есть я надеюсь, что вы услышали вот эту, да, не такая открытая, что ли, то есть она
такая более тюркизированная, более, я бы сказала, такое татарское, наверное, некоторое влияние, вот, в отличие от литературного удмуртского языка. Вот, Тау Баджим, спасибо всем большое. На этом наше занятие закончилось. Арняу сапумишком, да, и гурте уждес эскерона келявом, да, и непременно отправлю вам проверенное домашнее задание. Тау, дечь, лапумишка тоже.